Когда-то, в далеком 1959 году, нюрнбергский школьник Вася Семенов в сочинении на тему «Кем я хочу быть» написал: «Когда я вырасту, я хочу стать профессором». Школьный учитель русского языка Иван Алексеевич Семенов, посмеявшись над мальчиком, сказал тогда: «Ну что ты, Вася, какой из тебя профессор?» Сегодня Василий Васильевич Семенов, доктор технических наук, ученый в области ракетного двигателестроения, изобретатель СССР, имеющий на своем счету более 30 изобретений, профессор Московского государственного авиационного института. Один из основных предметов по специальности на факультете двигателей летательных аппаратов называется «Теория ракетных двигателей». Предмет сложный, требующий полной отдачи, поэтому профессору Семенову важно, чтобы студенты досконально изучили основные узлы ракетного полногабаритного двигателя. Когда-то в 1967 году Василий Васильевич сам поступил на этот факультет, а с 4-го курса, как преуспевающего студента, его определили в группу по специальности «Жидкостные ракетные двигатели». В дальнейшем он сумел защитить сначала кандидатскую, а затем и докторскую диссертацию. Мы работаем с Василием Васильевичем Семеновым уже несколько десятков лет. За это время Василий Васильевич проделал очень большую и полезную работу по совершенствованию ракетной техники, космических летательных аппаратов и других технических устройств, связанных с освоением космоса. Василий Васильевич недавно защитил докторскую диссертацию. Весьма успешно. Эта диссертация показала, что существуют очень большие возможности по совершенствованию ракетной техники, и она принята, ее положение этой диссертации принято для реализации в некоторых ведущих организациях Советского Союза и раньше, а сейчас Российской Федерации. Ну, что нужно сказать о тех работах, которые провел Василий Васильевич? Он имеет очень большое количество научных публикаций, которые освещают его деятельность, его достижения в ракетной технике. Все эти публикации известны и то не только у нас, но и за рубежом. Его достижения известны не только в России, но и за рубежом. Печатается в зарубежных журналах, он выступает на зарубежных конференциях, и его выступление пользуется заслуженным успехом. Профессор Семенов, который параллельно с преподавательской ведет научно-исследовательскую работу, сам является научным руководителем не только у наших российских студентов, но и у тех, кто приехал учиться в Московский авиационный институт из-за рубежа, как, например, вот этот аспирант из Южной Кореи по имени Донг Сун Син. Господин Донг Сун, я ваш раздел диссертации посмотрел, мне не очень понравилось. Да, вы русский язык недостаточно хорошо знаете, скажем честно, поэтому вот не надо сокращать, не надо. Итак, вот предмет сложный, очень много математики, и вы вот выкладки все выбросили, а это абсолютно неправильно, потому что это я могу понять, человек, который уже знает, Сергеенко Александр Александрович может понять. А оппонент, который впервые видит эту работу, он не поймет, откуда, что, от чего взялось. Да. И вот точно так же вот мне не совсем понятно вообще подход, насколько правомочно использовать теорию пограничного слоя для... Нет, уже не пограничный слой, капитационный слой. Нет, но вы же используете теорию пограничного слоя для случая нестационарное гравитационное течение жидкости
каналах. За 70 лет существования Московский авиационный институт, история создания и развития которого тесно связаны с именами академиков, генеральных конструкторов ракетной техники Жуковского, Поликарпова, Юрьева, Янгеля, Туполева, Ильюшина, сложился как ведущий авиационный университет России, многопрофильный учебно-научный центр, осуществляющий подготовку высококлассных специалистов авиационной и ракетно-космической техники и промышленности. В настоящее время здесь работают почти 1500 кандидатов и 250 докторов наук, один из которых Василий Васильевич Семенов. Он является ведущим специалистом в области жидкостных ракетных двигателей. В частности, он разрабатывает новые типы реактивных сопел. И вот за весь свой период работы на кафедре он своими руками, начиная с механика, создал ряд газодинамических установок. Очень современных и оригинальных таких установок буквально единицы, 2-3 установки в России. На них он проводит исследования сопел и работает по повышению удельного импульса и тяги жидкостных ракетных двигателей и по регулированию степени расширения газа в реактивном сопле. Его разработки применяются на мощных ракет-носителях первой ступени, а также на вторых и третьих ступенях ракет-носителей. Главным своим детищем профессор Семенов считает разработку реактивного сопла ракетного двигателя, работающего без потерь мощности по всей высоте полета ракеты от Земли до космоса. Он сделал научное открытие, суть которого заключается в том, что при обтекании сверхзвукового потока рельефной поверхности возникают несколько кризисов обтекания, при которых резко возрастают потери мощности двигателя. Василий Васильевич, где мы с вами сейчас находимся? Ну, сейчас мы находимся в лаборатории кафедры теории ракетных двигателей. Вот это так называемая дифференциальная установка, предназначенная для исследования потерь тяги в реактивных соплах ракетных двигателей. Эта установка не имеет аналогов в мире, она уникальная, единственная, которую мы создали у себя вот на кафедре. Ой, а на вид она такая простенькая, а да, вы говорите уникальная. С виду она простенькая, но вот фактически здесь два ракетных двигателя. Вот первый двигатель, второй двигатель. Они размещены соосно, друг против друга, и как бы как два быка сталкиваются. И кто перетянет, какая сила больше, туда и отклонится. И это вот силу, разность сил, тяг, измеряем вот тензостакан, на который наклеен тензодатчик. И эта сила, вот потом сигнал фиксируется прибором. Скажите, это ваше изобретение? Это не совсем мое, это усилия многих ученых. Коллективное. Да, в течение 30 лет. Но мое изобретение вот это. Вот выносные усики, куда разнесены датчики. Тем самым я вот увеличил сигнал, потому что установка маленькая, а разность тяг сил маленькая, 100 грамм, 1 килограмм, который поймать очень сложно, шум, в пределах уровня шума получается. Поэтому вот мы решили вынести и увеличили на порядок сигнал, и тем самым мы вот смогли очень точно измерить разность сил. Достоинством этой установки, которую изобрел профессор Семенов, является существенная экономия средств за счет отказа от натурных испытаний полномасштабных ракетных двигателей. Василий Васильевич, скажите, а за рубежом есть ли что-то подобное? За рубежом таких нет. Это только чисто российское, советское изобретение. Ага. А скажите, они не обращались вот к нам, чтобы патент купить? Иран, Тегеранский политехнический университет готов был купить, вот американцы наложили запрет. Сейчас вот Пекин интересуется, Пекинский космический университет. Так как я работаю в непосредственной близости, буквально через стенку с профессором Семеновым, то, конечно, у меня контакты не только деловые, научные, но и личные, безусловно, контакты. Мы дружим с семьями, я был у него в гостях
несколько раз. И в свое время он был редактором нашей стенгазеты, и поэтому очень часто делились впечатлениями там, о поездках, о командировках, и то, что выходило потом на публикации в стенгазете. Я хочу охарактеризовать его вот, то, что это человек, на которого можно положиться, и всегда можно найти у него поддержку. Утро в семье Семеновых, как, впрочем, и в каждой московской семье, начинается с чашки ароматного чая. И пока Анна Дмитриевна, супруга Василия Васильевича, хлопочет на кухне, готовя завтрак, сам глава семейства занимается утренней гимнастикой, памятуя о том, что в здоровом теле здоровый дух. Одним словом, все здесь идет своим чередом. Гостям в этой большой, уютной, со вкусом обставленной квартире, похоже, рады всегда. Стол накрывается разными яствами, любовно приготовленными Анной Дмитриевной. Василий Васильевич, как вы попали в Москву? Как так получилось, что вы живете здесь уже столько лет? Как известно, в Якутии самый главный вид транспорта – это самолеты. Поэтому с детства я мечтал стать авиатором. Поэтому после окончания школы я попытался поступить в Иркутское военное авиационное училище, но по зрению не прошел. И потом вернулся домой, год работал в районе сельхозтехникой слесарем, потом меня призвали в армию, 3 года отслужил, потом вернулся в свою деревню, стал работать дизелистом электростанции передвижной, тогда еще постоянного электричества не было. Каждая деревня имела свой дизель, дизельную электростанцию. И вот после 5 лет перерыва, после окончания школы, я вот решил поступить в Московский авиационный институт. Но, правда, я тогда не знал, что это вот МАИ так гремит не только в Союзе, но во всем мире. Да, конечно. В связи с тем, что вот в 1961 году космонавты летали в космос, а МАИ, оказывается, ракетные специалисты по проектированию, по созданию ракетной техники готовят. Но я этого еще не знал. Ну и вот я приехал. А мои одноклассники некоторые уже имели высшее образование, уже окончили университет якутский и другие вузы, уже работали. Даже вот в Москве в ветеринарной академии приехал учиться мой одноклассник, аспирантуру. Это Михаил Махатыров. Он сейчас где-то на Тополином, по-моему, работает. Ну и вот и аттестат об окончании средней школы не очень хороший был. Много троек было. В приемной комиссии мне не хотели брать документы. Так немножко сказали, у вас тройка, аттестат, 5 лет перерыва, вы подумайте, может, в другой институт подадите, пока не поздно. Но давайте все-таки мы попробуем, примите. Они приехали. Я с детства математику хорошо знал, даже вот в 1 классе, даже тогда 0-й класс был, я уже до школы умел считать там до 100 или там даже больше. И когда вот в приготовительном классе или в 1 классе, я уж не очень помню, тогда не комплект был в школе, и старшие классы были там вместе, вот 1 класс и 5 или там 4 класс, я не помню, вместе, вот одна группа. В одном классе. И вот я за них решал, и мне учитель всегда говорит, это еще рано, ты не решай. И вот, но потом где-то вот на старших классах охоту как-то избили, но в школе меня всегда Лобачевским звали, что вот я математик хороший, на Олимпиады ездил. После окончания школы я купил всякие вот учебники и пособия по подготовке к поступлению в учебный институт, там вот такие толстые задачники были по математике, по физике, по русскому языку, по химии. И с собой вот везде, всюду возил, и где только можно было, я готовился. Решал все эти задачи, методы решения, изучал
и учебник свой возил. Вот в армии, как только время будет свободно, я вот сижу и решаю. А вы где служили? Я служил в стройбате, но стройбат это вот специфический, вот эти космодромы строили, то есть ракетная площадка, которая баллистическая ракета. Правда, вот когда мы в 92 году ездили в Китай, и я мимо проезжал мимо этих площадок, и согласно соглашению с американцами, мы это все взорвали. Поскольку сейчас эти жидкостные ракетные двигатели баллистической ракеты не нужны, по соглашению ПРО-2 или как там, СНВ-2 или СВ-2. И вот я 3 года вот строил площадки, я видел какая-то вот сложная техника ракетная, вот ракета подземная, там хранилище, электроника очень много было, 40 метров ствол, скальный грунт было. То есть вас это все интересовало, да? Да, меня все это интересовало. Мы все это знали, и там на площадке или 1 ствол, или 3 ствола вот был. И они потом закрывались, сверху деревья сажали. Это, Ну и потом, Василий Васильевич, вот вы говорите, приехал поступать. приехал поступать. Ну вот и... Хотя говорили, что там на место человек 10, но я все хорошо сдал, поскольку я вот 5 лет все готовился, и особых таких трудностей я не испытывал. И вот поступил. А потом, сперва вот первые 2 курса общеобразовательные, там тогда разделения на какие-то специальности не было, там авиационный двигатель, ракетный двигатель, Ну да, основные дисциплины. да, ракетный двигатель еще подразделяет жидкостные ракетные двигатели, ракетный двигатель твердого топлива, ядерный ракетный двигатель, электронный ракетный двигатель, плазменный ракетный двигатель. Все это вот по каждой там готовится специальная группа студентов. В настоящее время и всегда интересовали конструкторов снижение затрат доставки груза или там, например, искусственного спутника Земли или там спутника связи в космос. Как уменьшить затраты, сэкономить деньги. И поэтому всегда лучшие умы думали над тем, чтобы увеличить тягу двигателя, увеличить мощность двигателя, уменьшить потери мощности двигателя. Вот я, в частности, тоже занимаюсь, вот, можно сказать, всю жизнь этим. Василий Васильевич, ну что же мы все о работе, да о работе. Мы сидим за таким замечательным столом. Лучше вы расскажите, как вы с Анной Дмитриевной познакомились. Ну, лучше расскажет вот Ага, жена, да, Анна как мы Дмитриевна. познакомились. Вот это будет очень интересно. Познакомились мы на вечеринке. В то время очень модные были вечеринки, особенно среди студенчества. А вы вместе учились? Нет, мы не вместе учились, но оказалось так, что мы в одной компании были. То есть, смотрю, подходит молодой человек, не русский, приглашать на танец. Естественно, я не отказала. Оказалось, что он и неплохой танцор. То есть там познакомились, стали встречаться, и все. И сколько вы уже живете? Сколько лет? Ну, мы знакомы больше 30 лет, Знакомы. а живем, ну, тоже, да, Ну, четверть века тоже точно. четверть. Василий Васильевич, а вам-то как удалось завоевать сердце такой красавицы, как Анна Дмитриевна? Да, я долго не мог решаться подойти к ней, поскольку она очень тогда миниатюрная, красивая, молодая была. И это, раньше я таким известным, красивым не был. Обычный парень из деревни, да еще из глухой деревни. Я даже не знал, как на автобусе ездить, на метро. Там меня даже за ручки на первое время водили по метро. И вот поэтому я долго не решался, потом вот все-таки решился. И главное, она меня выбрала, почему-то не отказала, и стали мы дружить, встречаться. В основном мы ходили в театр, почти все. Бадминтон играли. Бадминтон играли, почти все театры Москвы посетили, Большой театр,
У меня тогда были знакомства среди театралов, среди студентов театрального училища. Ну и вообще я вот любил театр. И Аня тоже, оказывается, Вот этим и вся. любительница была. И даже нас в одно время показывали по всесоюзному телевидению, как вот, например, вот спектакль попали, это в театре Маяковского. И потом на работе все меня спрашивали, это ты там был? Ну, у Анны-то, Дмитрий, наверное, было кавалеров много. Да, кавалеров хватало, но вот я большой конкурс, бой выдержал. Ну, а в Якутию вас Василий Васильевич возил? Ни разу. Ну, Не удалось. ну как же так? Ни разу? Да. Почти за 30 лет, ну, это такое Нет, ну, упущение. вы знаете, он говорит, что там очень много комаров, Она боится комаров. а у меня жуткая аллергия от этих комаров. То есть я вся покрываюсь разными вот этими вот. Если честно признаться, я сам 20 лет, больше 20 лет не был уже. А, Вот так, вот да. даже как. А почему? Там Ну, же ваши Да, родные. потому что в отпуск приезжаешь летом, Мгм. и, ну, июль-август месяц, там я в деревне, там как раз сенокос. Я в отпуске, и я должен обязан косить и А То вы не бишь любите помогать. косить? Ну, я раньше первое время помогал, потом мне уже это надоело. Мне хочется ну, отдохнуть. Я уезжаю не отдохнувший. Вас Да, только да. космические ракеты интересуют. И поэтому деревня слоняться среди детей и стариков скучно. А, ну ясно, ясно. А вы чем занимаетесь? Какая ваша профессия? Вот, и я всю жизнь педагогом, то есть в детском саду проработала. Сейчас Вот. на пенсии. Сейчас я на пенсии, сижу дома, домохозяйка. Мгм, хорошо. Но гости-то из Якутии хотя бы приезжают. А, вы знаете, раньше, вот до Перестройки. перестройки, когда у нас даже таких не было, то есть Квартир. квартиры такой возможности, приезжали многие. А сейчас вот, ну, по тем временам у нас хоромы, Мгм, вот, конечно. и никто не приезжает. То есть здесь уже связаны финансовые Ну дела да, и конечно, все. конечно. Это какие самые главные качества, Анна Дмитриевна, вот в вашем муже? А самое главное качество доброта, вы знаете, вот интеллигентность, вот такая вот, с чего, откуда взялось у него. Раньше, конечно, он таким не был. Неотесанным парнем он был, ну, из деревни, что вы хотите. Потом он как-то вот рос и по службе, и, то есть, ну, замечательный человек, я хочу сказать. То есть добрый, отзывчивый такой, доброжелательный. Вообще ко всем. У Василия Васильевича есть богатый архив фото и киноматериалов. Но скажите, пожалуйста, где вы еще сможете увидеть вот такие уникальные кадры, запечатлевшие Гаврилу Иосифовича Черяева, бывшего первого секретаря обкома КПСС, во дворце съездов, где Василий Васильевич берет у него интервью? Дело в том, что в 70-е и 80-е годы Василий Семенов, помимо своей основной работы, выполнял обязанности специального корреспондента в Москве. Его материалы публиковались в республиканских газетах, звучали на якутском радио. Он сам добивался аккредитации на съезды, конференции, на все крупнейшие мероприятия, проходившие в столице. Именно он передавал для земляков информацию с Олимпийских игр 1980 года. За свою, по сути, общественную работу в качестве спецкора в 1978 году Василию Семенову были вручены премия Якутского обкома комсомола «Лучший дебют года», а также многочисленные почетные грамоты. А еще в домашнем кабинете Василия Васильевича хранятся особо важные документы. Это авторские свидетельства и патенты на изобретения, над которыми работал профессор Семенов. Какое ваше любимое изобретение? И последний, вот сопловой блок, ракетный двигатель, где вот регулируем высотности там большой двигательной установки. В селе Мальжагаре Нюрбинского улуса, где родился и вырос Василий Васильевич, до сих пор существует некая легенда о том, как Вася Семенов с 3 копейками в кармане уехал в Москву и каким большим человеком стал.